О, Привет, привет, Надя. мы здесь все собрались, оргкомитет наш. Вот хочу всех показать. Да. Вика, Николай, привет, Дана, Катерина. Привет. Ага, привет, да? Да, Вика. да, нужно чуть-чуть. Всем О, привет. Аня. Костян, да. Привет. Вот. Баргатери тюки. А вам тоже всем привет, всем якутянам со всех стран. Всех приветствуем. Мы, кстати, находимся сейчас на месте, где будет проходить СЭХ. Если что, можем даже потом пробежаться, показать, что, где это такое. А так, вот такое красивое место, прямо Да, вообще возле реки. Вот. Давай немножко тогда расскажем, да, что 18-19 июля этого года, это буквально вот эти выходные, суббота, воскресенье, в турецком городе Анталия, в сердце, в жемчужине Турции, будет проведен международный якутский фестиваль, наш национальный праздник ГЭХ. И сегодня мы об этом будем говорить с Надеждой, с Матрёной и со всем оргкомитетом. У нас еще будет присутствовать Лариса Рясовна Кулаковская на прямом эфире. И еще у нас есть один секретный гость, которого мы позовем обязательно чуть попозже, и вы обязательно со всеми познакомитесь. Вот. Так что у нас сегодня будет такой вот насыщенный эфир. Круто. Тогда давай начнем, Надежда, да? Матрёна уже там? Матрёна, можем чуть-чуть начать, и потом Матрёна подсоединится и расскажет вообще, раскроет саму суть и саму историю вот, создания нашей ассоциации, вот более так вот глубоко расскажет. А я давайте просто проинформирую, да, наверное, как и покажу самое главное место. Да, и нам, может, немножко еще познакомишь с оргкомитетом? Давайте познакомимся все. Начну с себя, да, меня зовут Надежда Павлова, я здесь живу 5 лет уже почти, да, и на данный момент являюсь здесь представителем в Анталии нашей ассоциации. Вот, в нашем оргкомитете вот несколько человек, да, которыми мы постоянно сейчас находимся на связи. В первую очередь я бы хотела вас вначале познакомить с Екатериной Федосеевой. Вот она. Все заявки, все бронирования проходили через нее и проходят, поэтому все какие-то части, кто еще желает платить бронь в отеле, участвовать в нашей встрече. Также те, кто хочет участвовать в встрече и без проживания в отеле, тоже у меня. Здорово, спасибо вот, за дальше я представлю, у нас, мы с самого начала работали вот с этой молодой красивой девушкой, ее зовут Лидана, да, возьми телефон, расскажи. Меня зовут Лидана. Привет, Лидана. Я переехала в Турцию, наверное, уже 4 месяца назад. Занимаюсь веб-дизайном, разрабатываю логотипы, готовлю презентации, вот, и помогала по организации, точнее, помогаю по организации цеха, делала логотип цеха и все материалы для рекламы. Можете тоже обращаться. Да, круто. Я когда увидела, в принципе, дизайн макета, я подумала, ничего себе. Очень все серьезно. Спасибо большое. Вот, дальше передаю, да, дальше. Немножечко у нас. Можем увидеть столы. Привет, меня зовут Николай. Я здесь тоже живу уже где-то полгода. Занимаемся сейчас цехом. А так занимаюсь отправкой товаров и так далее на Россию вообще. Да. Будем иметь в виду. Вот такие вот дела, да? Ага. Привет, меня зовут Вика. Мы с семьей приехали временно, пока до 27-го. Вот, думали, что плохо, что пропустим ЕСЭФ в Якутске, а оказалось, тут ЕСЭФ тоже проводится. Олег с радостью, да, помогаем организовывать. Класс.
У нас спорт. Да, Вика у нас отвечает за спортивное направление. В общем, у нас задача, конечно, у нас нету профессиональных спортсменов, поэтому будем показывать как ознакомление, потому что очень интересно для турков, вообще, я думаю, для тех, кто приедет на гостей. Да, помнить, что да. Такой поединок. Вот, у нас, какие у нас состязания? Мастер-деги, үстөгүлү, сойоккалы, настольные игры, каблыка, мыска. Он на хапсагай мекатерёв. Да, обязательно. Кстати, у турков же есть тоже похожий гюреш называется. Как борьба национальная. Они там обмазываются маслом и борются. Хапсагай куртук, короче. Да, вообще очень-очень похоже. Но и поэтому для них очень интересно. Очень интересно. Вот. Ну вот, кстати, тут же проходил чемпионат по масс-рестлингу международный же. Да. Вот, и это тоже надо популяризировать. Это наша фишка же. Вот, у нас поэтому, на самом деле, задачи большие. Да. Вот у нас еще один человек есть, но она сейчас пока не может говорить. Отвечает у нас Аня за оформление, за красивый стол. Вот, да. Мы купили мясо кайконское, да, и, в общем, постараемся, чтобы каждому хотя бы немножечко, но досталось, потому что на самом деле турки конину не едят, и его надо заказывать. Да, вот у нас, но там у нас еще будет харта даже, да, поэтому, да, для нас это вот так вот, как деликатес здесь получается для тех, кто живет в Турции. Вот, что еще, да. Потом здорово, у нас еще... Можно я чуть-чуть перебью и немножечко тогда, может, расскажешь, как вообще будет происходить? Вот, допустим, на самом деле я очень хотела, но не смогу попасть на этот цех, и сейчас я слушаю, думаю, черт. Расскажешь, вот, например, если бы я, как гость из Якутии или из любой другой страны приехала на цех, как бы это все, ваше видение, как это будет происходить? Вот, допустим, я приехала, Наш дом, да. То есть мы нашли такой небольшой пансионат, он находится на первой линии моря. Это несколько домиков, то есть здесь можно разместить порядка 70 человек. Здесь у него есть своя территория. Мы находимся здесь прямо возле реки, возле моря, поэтому такое очень классное место, где мы вот прямо здесь будем организовывать здесь праздник и проживать, и тут же все это организовывать. Поэтому очень удобно. Вначале у нас будет, естественно, открытие, очищение, то есть по всем как бы канонам это обязательно очищение. Второе у нас будет открытие цеха Алгыз. Будет небольшой концерт, то есть культурная часть. Дальше у нас будут конкурсы. Да, то есть на лучшее национальное платье. В прошлом году у нас, кстати, очень замечательно оно прошло, да, с призами, естественно. Потом у нас будет, что еще? У нас будет обязательно конкурс на самую длинную косу. Вот, поэтому ждем наших красавиц, да, принять участие. Тоже будет, да, уверена, замечательный приз. Да. Это у нас вообще, кстати, вот на призы в основном волонтеры дают, то есть как от всей души просто дают люди. Например, узнали об цехе и нам, например, аж из Якутии отправили. Просто захотели вот принять участие. Вот наш капитан прямо сразу на корабле. Очень хорошо слышно. Да? Отлично вообще. Ага, короче, травларым үчөй берини. Конечно, бүгүн мен отпускаламын 2 күн ровно мора барбытым. Ну ничего. Бияха главное, конечно, бу Саха диаспора каналынан Турцияга истенлер, будан албах сакалар келеллере. Саха херин хөбүлүр жаннар интеги жаннар келеллере. Улихин те эне ыйпыт вопрос кереп битяхпын хөп мен билин.
Omuk siritten kelem bara jana hatta kelehterim baraları demin ben opupuna yakın baramın Serbiyaga onna digabo bu tiyatırga men iki öre bülkün iddi konuğundan barangel bitim. Потому что при Турцияга учылып быһын байтыт, аны сахалары хими көрөкүн багар эрдим, сахайры кайын бар. Байтыт рахатен Европа кораторы чугастен, ха? Очоғына бастыкы вопрос. Билбет тут бар, тиер дойды бар, хайдақына бұны екен, да? Бияха эти бастан Надя Шибаты Белинеда Дикатина. Надо связаться с Катей. Ее контактный номер у нас в группе «Саха-диаспора» и во всех брошюрах, где мы написали о бронировании, да, о примерной программе. И там ее контактные номера есть. Надо ей написать, и она вам отдает определенную информацию. То есть заселение нужно желательно, конечно, до обеда 18 числа в отель, потому что программа у нас начинается в обед примерно. Вот. А когда уже приедете в Турцию, я думаю, уже будет легко, потому что, видите, не только якутяне, которые постоянно проживают в Турции, да, в этом деле, еще и наши земляки, которые постоянно приезжают, любят Турцию, годами приезжают и на лето, и только в отпуск тоже. Ну, вообще люди, которые очень болеют сердцем за родину. Вот. Спасибо большое, Мотя. Матрена, у тебя еще будет несколько минут, или ты подключишься позже? Нет, наверное, сейчас надо, да? Здесь, да, могу говорить. Продолжить надо, пока она онлайн. Да, пока связь есть, надо говорить, ага. Да, Матрена, хорошо, берем, куем железо, пока горячо. Расскажи, пожалуйста, немного о диаспоре. Несмотря на то, что мы с тобой были в прямом эфире, наверное, в прошлом году и общались на эту тему, для наших новых зрителей и новых подписчиков, и вообще в целом для зрителей и слушателей, пожалуйста, как вообще создавалась саха-турецкая диаспора или турецкая диаспора якутян? Вот об этом, об истоках. Ну, на самом деле оно заключается в нескольких этапах, да. Если брать именно якутянах в Турции, то ее начало с 1994 года, как вы знаете, да, когда приехала первая группа в Турцию по приглашению Турецкой Республики, 20 детей. И тогда мы справили даже самый первый наш СФ, и, возможно, даже первый в Европе, сейчас не могу сказать точно, но мы писали об этом в Саха-диаспоре на веб-сайте, да, в летопись. Потом были и другие периоды, когда мы... Ну, вообще нас было всегда мало до этого. Последние, вот благодаря веке интернета, наверное, да, сейчас как-то легче, да, люди узнают информацию, как можно проживать, где можно проживать. Изучать языки уже не такая проблема, как это было раньше, да, в советское время. Поэтому люди более мобильные, связь очень быстрая, поэтому все это меняется. По сравнению с европейскими странами, да, наши якутяне, тут, конечно, до нас, до 94 года почти что никого не было. Это я могу сказать, да. Потом, так как, ну, с тех пор, после учебы некоторые осталось только несколько человек, конечно, две тройки. Вот. И мы постоянно пытались, держали связь. И, естественно, вот в 2017 году, когда Якут сделал Дни Якутска в Стамбуле, мы нечаянно просто сошлись благодаря организационным вопросам, по работе, по планированию, когда мы помогали Мирии. Оказалось, что у нас достаточное количество, в принципе, как землячество, да. Хотя мы жили бок о бок, оказывается. Ну, это в Стамбуле просто пример, если взять. Вот. И в 2017 году мы попросили Михаила Ефимовича сделать, если помните, встречу. И там были даже студенты из Казахстана. Им тоже было очень интересно с Михаилом Ефимовичем пообщаться. И вот он тогда сказал, что зарубежные якутяне, вы должны быть более сплоченными, и почему бы и нет, да? Мы подумали, а действительно, почему бы и нет? Мы можем организовать настоящую юридическую ассоциацию, мы можем действительно защищать свои интересы как тут, так и за рубежом. Мы можем о себе сказать в правильной форме, в нужной форме, которую любое государство принимает, это в форме НКО. Это очень важно на самом деле. А потом уже мы в 2018 году, значит, оформляем ассоциацию,
И получается, в 2018 уже году Раиса Риясовна делает в Сербии первый СЭХ, кстати. Да, я съездила туда. А, нет, в 2017 году мы съездили. В 2017 году я съездила. Вот, и вот это вот все потихонечку дает такое ощущение, что, в принципе, мы не одиноки. Мы лет 20 жили как бы отдельно от всех, а тут, оказывается, нас много якутян за рубежом. Вот, единственное, вот в этом, год назад, получается, у нас вот Саха-диаспора сейчас активизировалась, да, вот совместно с вами, со всеми странами, скажем так. И я чувствую, что люди начали понимать о необходимости все-таки консолидироваться. Польза от этого, конечно, будет не только нам, нашим детям, нашим внукам, потому что мы те люди, которые должны сохранить свою культуру, нас очень мало, очень мало. Вот, и я думаю, в нашем ИСЕХе, который будет в этом году, хоть он 3 года постоянно отлаживался, мы его все-таки сделаем, несмотря на все сложности, и мы его сделаем очень хорошо, плюс мы туда добавили часть форума и бизнес-сотрудничества. Почему? Потому что мы живем в разных условиях от нашей Родины, но при этом мы понимаем, что такое международная экономика, международная торговля, и мы все хотим жить достойно в разных странах, где мы живем. И я думаю, вторая часть особенно важна, поэтому я призываю всех соотечественников, земляков, которые живут поблизости Турции, могут приехать хотя бы на 1 день. Я это знаю, это возможно. Я сама ездила и в Ригу, и в Сербию на 1 день, ребята. И при желании это можно сделать. Поэтому не стесняйтесь, мы все родные, по-домашнему давайте отметим. Тем более в этом году очень цены повысились, съездить домой. Вот так вот коротко. Да, ощутить домашнюю атмосферу можно, Конечно, в конечно. Турции. Огромное спасибо, Матрена. Спасибо за твой труд огромный, который ты вложила в развитие, в создание турецкой диаспоры. И вообще в целом за организацию. Благодаря ИСЕХа, всех якутян, не только нас, даже в Турции, даже тех, которые вот собираются приехать, весь статус международный, в принципе, делает именно тот момент, когда приезжают гости из-за рубежа. Я очень благодарна нашим землякам, которые из Европы первыми сказали, что они приедут. И те, которые сегодня могут позвонить и сказать, что мы хотим приехать, это на самом деле делает наш труд так как раз-таки оцениваемым, скажем так. Да? И вот, то есть, на самом деле, общественная работа – это не работа одного человека, ни в коем случае. Это работа Ларисы Риясовны, это работа Нади, это работа твоей Вероники, да? То есть, у всех. Если каждый из себя, из частички сердца что-то вложит в это дело, я думаю, нами будут просто восхищаться другие народы. Почему бы и нет? Из Сибири мы очень активные в Турции, да и вообще из России мы очень активные в Турции, я считаю. Я могу это сказать сейчас. Мы еще хотели, Матрена, наверное, последний вопрос, чтобы тебя не отвлекать. Сколько сами турки будут поддерживать ИСЕХ? Как они будут поддерживать? Вообще турки, они, которые интересуются якутской культурой. Я в эфире. Я сейчас не смогу, но вообще у нас проблема сейчас с последней ситуацией, сейчас у нас чуть-чуть сложновато об этом говорить, да? Но вообще те, которые интересуются якутской культурой, они придут, несомненно, потому что они следят, да, за нами, за социальными сетями. И я думаю, что если даже они не придут, то не смогут приехать, потому что мы же в последний момент все это решили. У людей отпуска, нужно заранее все планировать. Онлайн мы все это освещать будем по-любому. А кто смог, тот придет. Хорошо? Ну все. Все. Огромное спасибо. Спасибо большое. Спасибо и удачи. До свидания всем. Пока-пока. Удачи. Всем пока. Да, Матрен, пока. Удачи. Спасибо большое. Так, к сожалению, отключилась Лариса Риясовна. Давайте я попробую. Да, надо еще раз попробовать ее подключить. Наверное, какая-то техническая ошибка, да? Угу.
Ну, сейчас я еще раз попробую. А ты, Надя, можешь немножко рассказать еще о чем-нибудь, пока я пытаюсь найти Может, Ларису давайте я Рясовну? покажу местность. Покажу. Упс. Так, Так, давайте. нет, не туда. Вот. Так, давайте я покажу вам наше место. Вот у нас такой вот река прямо. Здесь ресторан. Вот, да? Ой, О, наконец-то. о, Получилось. Да. да, ура! Лариса Рясовна, давайте поприветствуем нашу дорогую, многоуважаемую Ларису Рясовну. Лариса Рясовна, сахалыка все тебе Вот это Симбирь какая-то, да? Тегал бахтеге сахалы дюр келер. Ага. В зависимости от аудитории. Очона, Да, Аня, как конечно. ты думаешь? Давайте, я думаю, что, может быть, на русском, да, будет проще, потому что больше будет людей охвата. Давайте. Хорошо. Тогда приветствуем еще раз нашу дорогую Ларису Рясовну. Лариса Рясовна будет принимать участие в турецком эссехе. Лариса Рясовна, расскажите немножко, как настроение ваше, где вы сейчас находитесь и какие планы, какие ожидания? Во-первых, спасибо, ребята, что пригласили меня. Я в Якутске. И с большим-большим трудом подключилась, слава богу, подключилась. Так хотелось вас увидеть всех, услышать и поздравить, и что-то сказать хорошее нашим землякам из Турции. Вот. Ну вот, подключилась, слава богу. Ага. Лариса Рясовна, вы проживаете в Сербии, сейчас находитесь в Якутске. И когда вас ожидают турецкие? К сожалению, в этом году я получила разрешение от Матрёны Егоровой, что я не буду на эссехе, потому что здесь проходят тоже параллельно и эссехи, и форум соотечественников. И поэтому, ну вот, пригласили 8 числа, должен был состояться первый эссех, посвященный Кулаковскому, поэтому я прилетела. Вот. Но по дороге в Якутск я была в Стамбуле, ночевала, и я была просто благодарна всем нашим землякам, кто встретил меня, кто... Ну, посидели очень хорошо в ресторане, девочки сняли мне отель, утром отвезли в аэропорт. Ну, что сказать, ну, просто я была в волнении. Просто у меня слов благодарности нет за такое отношение ко мне. И я почувствовала, что не только ко мне, а всем нашим землякам, которые приезжают в Турцию, особое отношение наших землячек. И вот всем, кто принимал участие в нашей маленькой импровизированной встрече, всем спасибо огромное. Конечно, Матрёне, нашему зятю дорогому Азату, спасибо огромное. Здорово. И тогда, Лариса Рясовна, немножко тогда вы расскажете нашим зрителям о предстоящих празднованиях, которые будут проводиться в Якутии. Да, конечно, расскажу, но перво-наперво я хотела бы выразить свое восхищение вот нашими земляками в Турции, ассоциации сахо-турецкой общества, потому что, правда, вот 3 года ожидания, будет, не будет, каждый раз переносится. Тем более в этом году финансовой поддержки нет от республики, нет финансовой поддержки от других организаций. Это очень сложно провести. И наши землячки, наши девушки, они вот героически приняли решение, что проведут. Я уверена, что проведут очень хорошо, потому что мы еще в каком году, это в 2019 году, по-моему, были в Турции, в Стамбуле, встречались, приходили наши землячки с мужьями, большинство были турецкой национальности, и я видела, за какой спиной находятся наши девушки. И я думаю, что
Ихэх пройдет очень даже на высоком уровне. Конечно, очень рада, что отозвались наши девушки, наши соотечественники из разных стран. Конечно, хотели многие еще приехать, но получилось, получилось так, как получилось. Ситуация, конечно, неоднозначная, билеты очень дорогие. Несмотря на это, наши якутские земляки, соотечественники собираются, это здорово. Ну, что такое ихэх? Как ты меня спрашивали, это праздник? Я думаю, что это не праздник. Я думаю, что это, во-первых, как бы и подведение итога, и это благодарение тому, что вот зима прошла хорошо, и мы просим благословения у природы, чтобы следующий год также хорошо провели. Поэтому это вот священный наш праздник, он очень важен для нас, также, наверное, важен для якутов, как, например, молитва верующих людей. У нас, у тенгрианцев-то нет молитвы, поэтому, мне кажется, вот, сродни с этим. Вот, без ихеха как-то не получается в полной мере ощутить и наступление лета, и как-то вот, если мы не поблагодарим матушку землю, не поблагодарим солнце, мне кажется, у нас неполная получается жизнь. И, конечно, наши якутяне, они испокон веков даже трое соберутся, все равно их проводят. И это здорово. Вот в Франкфурте наши собирались недавно, теперь в Калифорнии собирается, это очень здорово. И в Австралии всегда собираются, в Новой Зеландии собираются постоянно. Ну, это просто чудо какое-то. И каждый вот носитель культуры якутской, мне кажется, он, ну, не знаю, ну, какая-то миссия у нас у якутов, что ли, нести вот свою культуру, показывать. И тем более уже посещать, приехать из других стран, на ихэх собираться, мне кажется, не каждый народ на такое геройство способен. Да. Тем более Ну, нас а так по мало. поводу вот, вопроса твоего про ихэх и про форум, уже съезжаются гости форума. Прилетела Вера Диало из Сенегала, прилетела Лана Баешева из Италии, кто еще? Ну вот на днях прилетает Баешева Лана из Канады с мужем, Лена. Так, что еще? Светлана Джонсон прилетела из Лондона. В общем, съезжаемся. Подготовка к форуму идет полным ходом. Сегодня были в МВСе, советовались насчет программы форума. Он очень полный. И, конечно, МВС ждет и онлайн поздравления, приветствия и выступления. Желающие могут принять участие. Так, а насчет ихеха Туймады будем посещать мы первый день. Да, первый день 26-го. Будем целый день, а 27 числа по желанию. Конечно, ихех Туймады – это особенный праздник для нас. Он уже 25-й раз, по-моему, проводится, да? По-моему, да. Если не 30-й. 25-й раз, да. И поэтому, конечно, работает опытная команда. И после двухлетнего перерыва люди готовятся, ожидают. И мы тоже ждем от этого праздника очень больших эмоций, красочного, своего, домашнего, якутского, колоритного. Ну, все вот в ожидании находимся. Да. Здорово. Огромное спасибо, Лариса Рясовна. Желаю вам
прекрасного настроения в эти дни, великолепного участия на форуме, чтобы СЭС прошел на все, не знаю, 200%. Удачи вам. Ага, удачи вам. И будем тогда на связи. Спасибо большое. Да. Я отключаюсь, да? Или слушают? Да, может. Да, я бы хотела послушать. И так. Ага. Надежда, тогда вот поступил вопрос в комментариях. Сколько сейчас примерно человек проживает в Турции, если это вам известно, и примерно какое количество гостей вы ожидаете? Конкретное количество человек очень сказать сложно. Я буду судить по нашим WhatsApp-группам. Где-то порядка постоянно проживающих, взрослых где-то 40 с лишним человек. Да, это вот включая Стамбул. Это официальные члены организации, это по Стамбулу и так далее. И есть у нас те, которые вот приезжают, например, на 1 год там, или на зиму. У нас в группе вот анталийской где-то больше 70 человек. То есть это в основном те, которые приезжают, например, там на зимовку, задержались, или же, например, на год, а потом посмотрим. То есть, да, есть такие, которые, ну вот, пока еще, скажем так, присматриваются, или вот для себя еще решают, или вот, исходя из какой-то там, может быть, финансовой, какой-то экономической ситуации, они находятся здесь на данный момент в Турции. Вот, поэтому вот... Тогда давай переходим обратно к осмотру нашей я уже территории. все прошла, мне кажется, показала я все уже. Вообще, размещения будут одни якутские гости, или же это будет совместное размещение? Насколько я помню, Матрена хотела, чтобы в основном отель был полностью для якутян, которые приехали. Ну да, это вот мы хотели так, да, но, к сожалению, пока вряд ли так получится. У нас максимально здесь будет размещаться 34 человека. Потому что некоторые заселились в других отелях, кто-то купил, например, пакетные туры, живет в своем отеле и будет приезжать утром, уезжать вечером, поэтому вот в отеле будет проживать не так много людей. Но мы зато планируем, да, здесь встречу солнца в 5 утра, да, где-то в 5:30 у нас будет восход, и по всем канонам встретить солнце прямо как надо. Вот. И для этого мы тоже сейчас там ждем разрешений, чтобы нас пустили на пляж так рано. В общем, хотим зарядиться по полной, потому что это все-таки день, когда мы наполняемся энергией, силой вот восхода солнца, да. Мы, как тут нас в Турции называют, как тюрклер, да, типа солнечные тюрки, да? Те, которые вот поклоняются солнцу. Вот, в общем-то, гора — это же один из основных элементов нашего праздника, поэтому вот очень надеемся, что все подключатся и придут. Да, вот чем больше людей, я думаю, будет интереснее. Здорово. Значит, первый день у вас будут основные мероприятия. Что планируете на второй день? Да, вот будет у нас встреча солнца, а потом у нас будет деловая часть, это форум, да, то есть это первый этап форума, который будет форума якутян, который будет в Якутске. И вот те, которые или не поедут туда, или которые едут туда еще раз, мы поделимся с ними, обмен мнениями будет деловая часть, и в том числе нетворкинг для детей в том числе. Потому что там же у нас же много детей приезжает, и у нас на самом деле цель такая, чтобы дети дальше подружились и продолжали общаться. Вот те, которые приехали из разных стран, и у Матрены была раньше идея вообще сделать детский лагерь там в течение недели, чтобы они поварились, познакомились, вместе пообщались, поиграли, да, и на самом деле в этом же и суть самого праздника, чтобы у нас была какая-то преемственность, связь поколений, и дети уже, смотрели на себя, как бы на таких же, как они, например, да, в таком количестве, потому что некоторые живут далеко, да, например, у меня дочка раньше, когда переехала в Турцию, ей говорили, что она там из Японии, из Кореи, и она и как бы, помнит знает, что есть якутяне, по своим друзьям, но их там пара человек. А в таком количестве, да, вот так, когда вот соберется побольшее количество людей, при этом живущих в разных странах, я думаю, что это будет здорово.
Тем более сейчас есть социальные сети, и дети могут дальше сотрудничать, общаться. На самом деле мы очень вот прямо вот понимаем, что как хорошо другие общины, да, вот, поддерживают друг друга, молодежь в бизнесе, в учебе и так далее. И надеюсь, что постепенно вот и мы, якутяне, тоже станем такими сплоченными, будем вот так вот дальше все вместе общаться, дружить. Да, держаться вместе, усиливать друг друга. Держаться вместе. Угу. Так как мы коснулись детей, расскажи, пожалуйста, вот, во время ГЭХа что организуется? Для детей? Для детей у нас будет обязательно, да, во-первых, спортивные состязания, например, кыз экерети, да, обязательно, то есть для детей. Потом хотим, чтобы дети попробовали хапсагай, попробовали перетягивание палки. В прошлом году очень активно участвовали мальчики. И все таки довольные, знаешь, так получат медаль, прям вообще счастливые, да, и были гости, да, не наши, как бы, да, вот, ну, имеется в виду, не якутяне, и тоже приняли участие, получили большое удовольствие. Дети были прямо вот довольны. Потом, что будет? На следующий день у нас будет нетворкинг для детей, чтобы они научились как бы друг с другом общаться, узнали друг друга получше. И что еще будет? В первый день, ну, я думаю, длинная коса, они тоже могут участие. Гунцугохка, да? Обычно же длинные косы у девочек, у подростков там, да, поэтому вот мы ждем, что они будут участвовать. Вот. Если кто-то может выступать, например, кто-то умеет петь, там, на хаммусе играть, пожалуйста, заранее тоже говорите, мы будем включать программу и обязательно вот, будем рады с вами взаимодействовать, потому что все хотят увидеть, на самом деле, якутскую культуру. У нас нету профессиональных прямо артистов, да, к сожалению, не приехал ансамбль «Каталык», да, который мы ждали, поэтому все своими силами. Ну, тем не менее, я думаю, это должно получиться очень хорошо, потому что очень много у нас талантливых людей. Вопрос был про встречу солнца, мы об этом уже поговорили, и наши турецкие земляки собираются встречать солнце на второй день, в воскресенье в 5:30 утра на территории отеля, так что все будет по-настоящему. Да, на территории пляжа. Вопрос, а море? Да, да. Да, на территории пляжа. Еще я хотела перейти к блоку о еде. И сразу вопрос, как делаете кумыс вне Якутии? И если у вас какой-то секретный вот, знаете, рецепт? Вот я точно не буду говорить, потому что это не я буду делать, да, но у нас есть уже человек, который думает, как сделать такое количество эсэха, да, такое количество кумыса, чтобы хватило. В ингредиентах используется кефир, да, кефирная закваска и сгущенка, то есть это пахоморов, да, как таковой классический кумыс здесь сложно будет сделать, но хоть как, вот, еще в прошлом году делали на основе риса, вот делали закваску, вот, да, для кумыса. И тоже вот, немножко брожение. Да, прямо похоже было очень. Похоже, и вот каждый год вот так. У нас будет, кстати, морс брусничный, который Мотя там, да, из Якутска заказала, там сироп, в общем, будем разводить, украшать стол, да, все, у кого есть якутская посуда, все принесут, у меня там все дома постепенно, понемножечку. Что вам привезти с Якутии? Я всегда говорю якутскую посуду, потому что я знаю, что когда-нибудь она понадобится. Здорово, да. Собирать потихоньку, да. и можно собрать что-то будет уже там. У меня там, например, есть оладница, я заказывала для мамы, там есть еще там КТЯ большие, да, керамические, да, не деревянные, керамические, но все, зато это можно на стол накрыть. Вот скатерть, в общем, вот. Да. Надя, ты уже говорила про утяляхет. Да. Это примерно что-то похожее будет, очень похожее, и вы хотите, чтобы всем досталось. Ну, конечно же, будут оладушки, морс, кэмэс,
Если получится даже бабипах, саламат, что еще? Ляпес, да, сахалы ляпески. да, будет Саламат, обязательно ага. харта. Поэтому вот, Харта, ага. да, жалко только карасей нету. Вот карасей тут, к сожалению. Мгм. У нас в прошлом году в Калифорнии вместо карасей ребята привезли карпов, и они были очень похожи Да? на жареных карасей. И мы долго гадали, какая-то У нас рыба, а есть оказалось, похожая, это кстати, карп. рыба. Только интересно, как она получится. Очень. Мгм. Ну вот, нужно поэкспериментировать. Еще вопрос поступил про блюдо. Есть ли что-то похожее в турецкой кухне, напоминающее якутскую кухню? Знаете, очень много похожего, оказывается, которого мы, ну, нету в обычных турецких ресторанах. Например, мы недавно нашли такой суп, называется аяк пача. То есть это вот Мгм. отвар из ноги, видимо, варился суп, и потом такой селилях, такой вот Мгм. получается, как будто бы вот в горячем виде холодец. Такой тягучий, такой хороший такой супчик, прям вкусный-вкусный. Аяк пача называется, да? Потом еще есть суп, она Мгм. из потрохов. Но он у них как бы все Мгм. потроха вообще начисто вымытые, поэтому он у них светленький и выглядит такой светло-светло-желтеньким. Не как у нас такой коричнево-зелененький, да? А у Мгм. них вот такой вот прямо это. Ага, да, Очень-очень очень-очень чистый, да? чистый. Есть еще супчик, Прозрачный. называется келле пача. Вот там из языка, там кусочки мяса, вот тут он немножко похож на наш, как бы этот, на нашу похлебку. Вот чуть-чуть так. Но его тоже в Мгм. каждом ресторане нет, его надо смотреть и спрашивать, есть у вас или нет. Вот. Я думаю, это самое похожее. Мгм. Потом у них очень много, вот, ну вот сливки они едят, как якуты, молочные. Да, молочные Да, это продукты. Мгм. есть. Ну все, я бы сказала, что нет прямо вот похожего чего-то. Есть айран. Айран, он такой между, вот как наша простокваша, туараткурту, только еще Мгм. жиже. Только еще жиже. Ага. Вот. Да, мне кажется, он обрел большую популярность, потому что его можно найти во многих Да, странах. конечно. Также Я думаю, что это более айран. Мгм. кисломолочный продукт, он есть везде. Вот, ну я думаю, больше вот эти супы, как бы, да, вот нахожу, Мгм. Мгм. сладости и так далее. У нас же якутских сладостей особо нет уже, да, кроме вот наших мартышек, да, как мы делаем, кёрчах, да, кёрчах, такого нету. Мгм. Замороженных. Ага. Хорошо. И будете ли вы приветствовать всех гостей, которые захотят участвовать в празднованиях в эти дни? Либо вы как-то хотите это сделать только Нет, для мы якутян? готовы всех как бы принять, да, мы Принимать? расскажем об этом, да. Может быть, не в больших средствах массовой информации, ну, вот друзья друзей, или там, например, мы по WhatsApp будем приглашать. Добро пожаловать. Всем за участие ничего платить не надо, да, есть только как бы у нас оплата за ужин, да, вот, Мгм. и тоже участие по желанию. Вот, и хотелось бы сюда еще подключить в прямой эфир нашего человека, который на самом деле, вот у нас организатор ЦСХ, она же вот такая волонтерская, и мы все Мгм. своими силами, там нету у нас каких-то дополнительных финансирований, да, мы вот посчитали, что бы мы хотели, там написали, сколько бы мы сувениров хотели подарить, потому что мы это как символика СЭХа, и вот думали откуда-нибудь, да, найти нам спонсора. Вот написали письма в крупные, большие Мгм. компании, там еще что-то, да, и при этом Матрена вообще не теряет как бы этого оптимизма, да. Тем не менее, так получилось, что у Ага. нас нашелся вот реально как бы человек, да, очень молодой, успешный парень, о Мгм. котором я раньше, например, вообще не слышала, да, у него своя компания, а, и я думаю, что лучше бы он сам о себе рассказал. Давайте его подключим сейчас его, да? Да, я пригласила Ефима. А, Так.
Я надеюсь, он подключится. У нас висит Эрхан Фэс. О, вот. Вот. Здравствуйте. Да, всем привет. Здравствуйте. Да, Слышно, да? добрый день, Ефим. Да, очень хорошо слышно, видно. Спасибо за то, что подключились и согласились принять участие. Да, ждем с нетерпением вашего рассказа. Ефим у нас очень известный в своих кругах, передовой и один из лучших трейдеров в России и странах СНГ. Надеюсь, он сам себе больше расскажет. Всем привет еще раз. Вот сидел с самого начала, слушал про историю и так далее. Так, я сам из Усть-Алданского улуса, торгую уже, в этом году будет 6-й год. В прошлом году я стал вот топ-трейдером, об этом писали в газетах, нас приглашали в телевидение и так далее. Сейчас у нас более 300 учеников и клиентов. Они сейчас обучаются, то есть мы обучаем их правильно торговать, правильно инвестировать и так далее. Вот, что еще? Может, вопросы какие-то будут? Или... Расскажи, пожалуйста, как ты будешь ли ты сам на цехе? Это первый вопрос. И как пришло решение помочь в организации? Начнем давайте с студенчества. Я был председателем, когда был студентом, и мы там сделали очень много проектов, то есть соцпроектов. Я эти проекты продвигал в республике. То есть это все началось именно оттуда. Очень много помогали. То есть у нас были приюты, которым мы постоянно помогали. Мы организовывали разные проекты совместные. То есть это было всегда, это не впервые. Но такого масштаба это у меня впервые. То есть первый международный цех. Это, я тут даже не думал, то есть не обдумывал, сделать это или нет, все сразу. Вот. Была возможность. Здорово. Да. На самом деле такие вещи, они действительно... Да, огромное спасибо. Вот это то, что делается, например, на года. То, что мы сейчас вот вроде как делаем, вот для меня это, например, тоже как вот то, что мы свое время выделяем на это больше для того, чтобы о нас лучше знали, да, нас больше как бы вот что-то оставить, да, вот после себя, потому что вот это, мне кажется, то, что не исчезает просто так. Хотя вот сейчас кажется, вот суеты много, что-то, какое-то время выделяем, а на самом деле это вот мы делаем историю. Поэтому у меня огромное, вот я тебя вот лично приношу большое спасибо, потому что вот крупные компании все как-то вот мимо прошли, да, и вот нашелся человек, который вот прямо, принял участие, и вот от души вот я просто благодарю. Со своей стороны, конечно, мы тоже тут... в социальных сетях уже начали размещать информацию про СФ, да, мы надеемся, что все нас тоже в этом поддержат, потому что это тоже помощь. Это не только вот на самом деле вот можно там, как, допустим, материально, да, каждый, кто хочет вот таким же образом помочь, да, вот мы будем просто всем очень-очень благодарны. И Ефиму спасибо большое, что вот благодаря этому у нас будет, на качественном уровне, у нас будет сувенирная продукция, да, у нас будет мясо, да, то есть мы уже как-то не ударим в грязь лицом, и я надеюсь, что вот наши зарубежные якутяне, да, вот тоже будут развиваться, будут делать бизнес, может сотрудничать с Турцией, да, и конечно же, вот, как-то поддерживать такие вот проекты, как вот, например, наш СЭХ. Вот это как наше такое общее дело, на самом деле, не только турецких якутян, да, это больше как бы наши, вот всех якутян, всей саха-диаспоры, которая находится по всему миру. Кто-то не смог приехать, но вот так вот мы все даже морально поддерживают, да, я думаю, что это очень здорово. Ефим, ты сам территориально... Я сейчас в Анталии. В России? Или... Ждем СФ, да. То есть у тебя будет возможность? Еще, наверное, буду участвовать, принимать участие в соревнованиях, если будет такая возможность. И вот
И соберешь все призы. И вот второй день будет форум, и там, ну, надеюсь, все познакомимся со всеми, кто будет участвовать в форуме. Вот. Ага, ага. Замечательно, и очень приятно познакомиться, и так приятно узнать, что у нас есть такие молодые, активные люди, которые готовы волонтерить, помогать и вообще делиться и знаниями, и материальными средствами, что очень, ну, и в сложное время очень необычно, да? Вопрос поступил про трансляцию, Надежда. Будет ли какой-то проводиться прямой эфир? Кстати, Да, и будет ли это все транслироваться на НВК Саха, я не знаю насчет этого, но Надежда, может, вот расскажет. пока мы, кстати, не как у вас думали про это, но вполне информационно это возможно, что да, сделаем прямой эфир, почему бы нет, да, и покажем весь цех. Ну, надо для этого кого-то отдельного человека выделить, получается, да, который будет с камерой и все вот транслировать. Кстати, вот вообще идея, ну, не идея, а вот мысль такая вот возникла, да. А сейчас же много очень якутян вот едут где-то жить, хотят путешествовать, да. И трейдинг это, по сути же, на самом деле, мало кто знает, что это такое, да. Это же классный вариант, каким образом инвестировать деньги, при этом научиться и жить, да, где хочешь. Потому что я бы сама, например, хотела научиться, хотя у меня экономическое образование, нас не учили, например, торговать на биржах. Я бы вот готова прямо учиться. Или смотреть котировки. Да, или смотреть, знать котировки, как работает вообще в целом фондовый... Ну да, финансовый рынок в целом. Фондовая биржа, фондовый рынок. Заставляет узнать, что происходит в мире в целом. Пусть будет больше богатых якутян, да? Финансовая грамотность. Да. Чтобы они и мы в целом могли позволить себе, да, праздновать ИСЭХ каждый год. Да. И раньше же вот якутские баи, раньше же они же затевали ИСЭХи, например, вот кто проводил ИСЭХи, они делались именно вот меценатами, богатыми людьми, которые вот вокруг себя у них вот берут и раз в год делают на этот ИХХХаллар, да, вот так же называется по-якутски. Вот у нас примерно так и должно быть, то есть чем больше как бы у нас богатых соотечественников, соответственно, тем круче наши ИСЭХи и вообще в целом процветание наших ребят. Вот онлайн работать и инвестировать, это, мне кажется, вообще идеально. Вот я беру Ефима на заметку, мы, наверное, на тебя выйдем в скором времени, и, надеюсь, ты поделишься с нашими подписчиками и зрителями, как в целом происходит твоя работа и как происходит обучение. Да. Если ты согласишься, мы будем очень рады. Огромное спасибо, ребята. Еще какие-то есть у вас комментарии, что добавить? У нас буквально несколько минут до окончания эфира. Мы, наверное, еще раз всех пригласим на ИСЭХ, который будет в Анталии, да, и пожелаем вам сил, терпения. Да, спокойствия. Чтобы все у вас прошло хорошо. Да, всех ждем на нашем празднике 18 числа в 12 часов дня. Приглашайте друзей, потому что мы как-то говорили такую формулировку «закрытый ИСЭХ». Это закрытые не в плане приглашения, да, а закрытые в формате того, что мы просто это наше частное мероприятие, на которое мы приглашаем всех своих друзей. Поэтому обязательно принимайте участие, распространяйте информацию, пусть приходят, будем очень всех ждать. Ефим, и последнее слово тебе. Так, я уверен, что будет все на уровне, будет очень весело, увидимся со всеми, познакомимся и ждем всех гостей, будем встречать. Спасибо. Да, спасибо тебе также за активное участие, да, за то, что ты так активно, хорошо, не знаю, прямо, как это называется, Надежда? Это называется fundraising donation,
В общем, за твои средства, за то, что ты помогаешь организации. И, конечно же, Лариса Рясовна, Тымыктыл, да, обязательно Ларисе Рясовне, потому что это ее идея, ее начинание, и мы понимаем свою ответственность, да, во всем вот этом, и надеемся на ваше благословение. Вот. Эренебин, я очень верю, что наши земляки в Турции проведут на высшем уровне. Мы ожидали, когда вот первый раз в каком 19 году планировали, да? Мы думали, что это будет самый масштабный их, даже. И я сейчас думаю, что это все равно будет очень масштабный, потому что он очень долгоожидаемый. И правда, это будет очень хорошо. И по поводу НВК я, наверное, завтра позвоню. Если вы отправите в виде материалы, я думаю, что будет или в новостях будет, или там отдельная какая-то передача. Мне кажется, они всегда идут навстречу нашим просьбам. Поэтому ожидаем от вас видео сюжетов, интервью, материалов. И, конечно же, не волнуйтесь, праздник, как вот встреча родных людей, это всегда прекрасно. И поэтому я уверена, что будет все очень-очень прекрасно. Я уверена, что вы сами останетесь довольны, и гости останутся довольны. И, кстати, мы еще говорили, не говорили, из Прибалтики приезжает специально делегат, который привезет наш символ Ихеха, Сергей, работы народного художника Федора Маркова. И подарки от наших друзей, гостей, которые мы оставили в Прибалтике, в Риге. Они привезут, и будете пользоваться тоже. Текататын, барды фейдек болуға, онна мақтал. баргетін көрібіттен көреді. Чөй баты кәхе барға кыттаргытыгар форум чөйдік астын. Дем бағасын абын тердектен барабын, онна бары сақаларға үрін тұнақ ғақпыт кәмә хағаламытынан 2 істіңе арды. Бары күй сылынан аңғысқы кәлер сылы бары чөйдік. Улахан мақтал Вероника, наче эфир болла. Олық бары кыттындылар, олық құттан бұтын мен қайдақ кытталарым деп олар бары. Че байдық. Че, içige baydık kır. Аяха мақтал. Аха, баргытыгар улахан мақтал, онна үчүгей бады бұна деле астын. Келен ехер выходнойдар улахан солталақ болалар. Ханнык адреска болар едені иппыттар. Надя, бітәхек вопрос кирді. Адрес пытынне бар де. Эфир бүтін бітеребет, материонами пакалас пыт, онна бихадрыға лара хұры yok пыт пост аллар атыгар. Барыгытыр улахан мақтал, кыттылыққа жеген, онна көрсек қадалын. Покалары. Көрсек қадалын. Все, покалары.